Как я сегодня не выспалась. Чего ночью-то делала? Звезды считала, их так много. А ты как думала? А с чего это ты вдруг решила звезды посчитать? Само как-то вышло. Смотрю в окно, а там звезды с неба падают, представляешь? Ну я давай считать. Эх ты! Надо было их не считать, а бежать и собирать. А вдруг они бы в монеты превратились? А что такое бывает? Еще как бывает. Про это даже сказка есть. Сказки есть про что угодно. В общем, слушай. Сказка называется «Звезды». Жила-была маленькая девочка-сиротка. Некому было о ней заботиться, ни покормить, ни нарядить, ни ласковое слово молвить. Ничего-то у нее не было, кроме худенького платьишка да выношенного платка. Пришлось по миру ходить, милостыню выпрашивать. Однажды один добрый человек подал ей краюшку хлеба. Обрадовалась девочка, хотела уже откусить кусочек, да увидела мимо проходящего старца. Ох, как же кушать-то хочется! Хоть бы кто краюшку хлеба подал. Ешь, дедушка, на здоровье. Спасибо тебе, добрая девочка. Похолодало на улице, пошла девочка к лесу собрать веток для своей печки, и встретился ей молодой парень. Холодно-то как стало. Голову бы чем укрыть. Девочка сняла с головы платок и отдала прохожему. Только отошла немного, вдруг с неба звезды стали падать, и, упав на землю, обращались в серебряные монеты. Обрадовалась сирота и стала собирать их. Недаром говорят, что доброе дело рано или поздно всегда добром оборачивается. Какая добрая сказка. Это хорошо, что не пошла звезды собирать. Может, они для какой-нибудь бедной девочки падали, или мальчика, или просто для человека, который нуждается в них гораздо больше, чем я. Молодец, Ладусь, правильно рассуждаешь. И думаю, когда-нибудь именно в твою ладошку упадет счастливая звезда. Я бы тоже этого хотела. Может, тебе еще немного поспать? Думаю, да, чтобы завтра на свежую голову сказку слушать. До следующей сказки!